Ассаламу алейкум, дорогие братья и сестры. 10 декабря 2022 года на платформе проекта «Созидательное общество» мусульмане из многих стран мира организовали и провели беспрецедентную международную онлайн-конференцию «Глобальный кризис. Кто для нас пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам». Данная конференция синхронно переводилась на 70 языков мира и транслировалась на тысячах медиаплатформах. Это поистине эпохальное событие для мира ислама, так как впервые за 14 веков мы, мусульмане, смогли собраться и озвучить все то, что нас волнует, то, что мы видим, чувствуем и знаем. Одним из главных поводов для организации проведения данной конференции стало очевидное нарастание климатических катастроф по всему миру. Это и землетрясения, это наводнения, торнадо, провалы и так далее. Каждый из нас видит и понимает, что у нас на глазах сбываются все признаки судного дня, предсказанные нашим любимым пророком, мир ему и благословение Аллаха. А это значит, что на нас, на последних, лежит огромная ответственность за будущее всего человечества. Эта конференция стала честным разговором тех, кто понимает всю серьезность положения и готов взять на себя ответственность и выполнить совет нашего пророка, мир ему и благословение Аллаха. Но там, где должны быть миллиарды, единицы не справятся. Поэтому через данную конференцию мусульмане обратились с призывом к объединению. Конференция стала также поводом вспомнить все то, чему нас учил наш любимый пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха. Вспомнить, какой мир он начал строить еще 14 веков назад. Мир братства, единства, равенства и, конечно же, справедливости. Мир, где есть любовь и милосердие в людях. Но почему мы спустя 14 веков все еще не построили такой безопасный и счастливый мир для каждого человека? Ответы на эти и другие вопросы были озвучены на данной конференции. И сегодня, в продолжении данной конференции, мы проводим круглый стол. Сегодняшними участниками круглого стола являются Даулет из Казахстана. Ассаламу алейкум. Сабухи из Азербайджана. Ассаламу алейкум. Альмира из Казахстана. Здравствуйте. И я, Камила из Узбекистана. Даулет, я передаю слово вам. Спасибо, Камила. Все мы знаем, что пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, принес в этот мир бесценные знания, как каждому из нас жить в мире и согласии. Но, как мы видим, мира среди людей нет. Ценность данной конференции огромна, так как впервые люди открыто начали делиться своими пониманиями, как нам, всем человечеством, построить общество, о котором мечтал наш пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха. А чтобы сделать это, нам нужно честно посмотреть друг другу в глаза, понять, где мы свернули не туда и как нам всем вместе вернуться на истинный путь, ведущий к братству и единству. Благодаря данной конференции, наконец-то, люди начинают поворачиваться лицом к пророку Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха, отворачиваясь от тех, кто использовал ислам, желая власти и наживы, чтобы умма была их рабами и служила шайтану. Масса людей начинает поворачиваться к пророку, мир ему. И это объединяет умму. В исламе по факту есть только два направления. Те, кто идут за пророком, мир ему, и те, кто идут против пророка, мир ему. Настоящая умма — это те, кто идут за пророком след в след. Но если есть другая умма, то это лишь умма шайтана. Есть умма пророка, мир ему, другой быть не может. Мы рассказываем правду открытым текстом, мы говорим правду, а некоторых правда бесит, потому что в них бесы. И сейчас, когда звучит правда, они понимают прекрасно, что народ поворачивается к нашему пророку лицом, отворачиваясь от обычных смертных людей, кто управляем шайтаном. Это их пугает, и они говорят, что это раскол ума.
Какой раскол? Вне зависимости от того, кому ты принадлежал, суннитам, шиитам, сейчас ты поворачиваешься лицом к пророку. Мир ему и благословение Аллаха. Ey Müslümanlar, Мусульмане, bir düşünün. задумайтесь. Bu həqiqətdir. Это правда. Və bu haqda siz özünüz bir fikirləşin. И вы задумайтесь над этим Peyğəmbər сами. sallallahu aleyhi və Как səlləm встретил пророк, мир ему, того же Умара, человека, который хотел сжечь дом его любимой дочери и сказал, что это лучше для людей, чем то, что делал пророк, мир ему. Peyğəmbər necə qarşılayardı? Это Умар ударил Фатиму, Peyğəmbərin sevimli qızı Fatimə любимую дочь пророка, мир ему, Ömər idi. из-за чего Ona görə də она потеряла ребенка övladını itirdi. и вскоре Tezliklə умерла. dünyasını dəyişdi. Fikir verin. Вдумайтесь, Ömər, Умар Muhammed Peyğəmbərin hələ — это человек, который убил нерожденного внука пророка Мухаммеда, Ömər мир nəyə ему. güvənirdi? На что Умар надеялся? Cavab verin. Ответьте, Ağlı başında olan insan как вменяемый человек вообще может представить, təsəvvür edə bilər? что Умар попадет в рай при жизни? Bəs orada onu kim qarşılayacaq? И кто его там встретит? Sağlığında o cəhənnəmə layiq. При жизни он достоин был Peyğəmbər ада, əvvəlcə onu потому что пророк, və мир ему, ona tabi его olan первого проклял herkesi и lənətləmiş. каждого проклял, кто пошел за ним. Peyğəmbərə qarşı çıxan Что нужно сделать каждому, кто пошел против пророка, мир ему? əvvəla indi В первую очередь, üz çevirərək сейчас Peyğəmbərə повернуться к нему лицом, отвернувшись от шайтана. nə şiə, Нет суннитов, нет шиитов, никого. Есть только последователи пророка, мир ему, и те, кто идут против. bu həqiqətdir. Это правда. Есть одна умма пророка. Кто любит его, уважает и почитает. И не может быть никого между Аллахом, пророком и человеком. Никого. Мы, благодаря пророку, узнали об Аллахе. Он нам дал короткий путь. А здесь между нами становится кто-то и учит нас чему-то. На днях мне пришлось пообщаться с таким человеком. 7 лет он чему-то учился, что за 7 лет нельзя было узнать правду. Чему он учит людей? Как лгать, преклоняться перед шайтаном, как идти за убийцей любимой дочери и внука пророка, мир ему, и вести за собой людей. Да, есть ему учиться за 7 людей, как обмануть людей, не рассказывая им правды. Этому действительно надо учиться. Ведь изначально все просто. Есть Аллах, есть пророк и есть мы. А чтобы разорвать эту цепь, нужно много хитросплетений от шайтана, которым можно и 20 лет учиться, чтобы дурить мозги людям, и 20 лет учиться, чтобы убрать пророка и его значимость. Задумайтесь, если вы идете за шайтаном, вас пустят в рай? Просто честно ответьте себе на этот вопрос. Если вы злой, нападаете на людей, грязь льете, во что пророк будет встречать? За что? За ложь, за мерзость? Пророк был милостив даже к своим врагам, и нас этому учил. А те, кто пугает нас и рассказывает, что Умар прав, это же бред. Это говорят те, кто боятся пророка. А те, кто любят пророка, те радуются, что правда наконец начала звучать. То, что было озвучено на конференции, это чистая правда, а не раскол ума. Это поход за пророком, а не за ними. Это когда верующие отворачиваются от них и поворачиваются к пророку. Это не раскол ума. Их просто пугает, что люди стали умнее. И вот этого они боятся. Müslümanlar tez-tez У мусульман также часто возникает такой вопрос. Ömərin xain olduğunu Если пророк, мир ему и благословение Аллаха, знал, что Умар предатель, почему он не отгородил ислам и себя от него? onun Потому что пророк, мир ему и благословение Аллаха, знал, что это как гидра. yerlərinin Отрубив одну голову, появится новая. Öməri qovduqdan sonra şeytan Выгнав yeni Умара, fitnələr göndərəcək. шайтан бы новых предателей прислал. Sallallahu aleyhi və səlləm Это bunu bilirdi. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, знал и открыто говорил людям: «Не идите за Умаром». Sallallahu aleyhi və səlləm Пророк, seçim etməyi мир ему, insanların öhdəsinə buraxdı. оставлял выбор людям. İnsanlar nə seçdisə, И что выбрали люди, то и ədalətli получили. və düzgündür. Это честно
и O правильно. peyğəmbər idi və yaxşı bilirdi ki, Он был пророк, Öməri мир qovsa ему, onun yerinə и прекрасно знал, что если бы он выгнал Умара, то вместо него пришло бы 10 Умаров. Пророк знал, что будет с Уммой, знал, что будет с Фатимой, знал, что этот предатель, Умар, будет причиной смерти его любимой дочери. Но пророк, мир ему, шел на это ради последних, чтобы в последние времена появились те, кто спасет мир. Вопрос. Последние времена пришли. И где спасатель мира? Где те, ради которых он шел, ради которых он отдал собственную дочь, хотя он одним взмахом своего меча мог отрубить голову Умару, и была бы жива дочь, и Али стал бы тем, кем должен был стать. Но тогда у Али появилась бы масса врагов. И пророк, мир ему и благословение Аллаха, это тоже понимал. И пророк, мир ему, шел на это ради нас, ради тех, на кого он всю надежду возложил. Посмотрите на жизнь пророка, сколько он уделял внимания последним, сколько он о них говорил и какие надежды возлагал на нас. Где мы, последние? Мы идем за имамом Махди? Мы идем за нашим пророком, мир ему? Где наша умма единая? Где мы, мусульмане? Пророк, мир ему и благословение Аллаха, был примером милосердия. Умару было плевать. Он мог любому срубить голову. А пророк, мир ему, проявлял милосердие даже к своим врагам. Пророк, мир ему, остался пророком до последнего и своим примером показал, каким должен быть настоящий мусульманин. Ради лучшего мира и ради надежды на спасение всего мира, всего человечества, он оставил все так, как есть, в назидание другим и нам, для размышления, каким мы должны быть. Ведь это же так. Спасибо, Сабухи. Действительно, в самой конференции была рассмотрена тема о последних, то есть о тех, кто в последние времена, объединившись, вернут чистоту и красоту ислама, вернут ту истину, которую привнес сюда последний пророк единого Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. И эта правда была озвучена на конференции одновременно на 70 языках мира. У некоторых эта правда вызывает отторжение, агрессию. Но это не означает, что им удастся и в этот раз заткнуть тех, кто говорит правду. Мы должны осознать, что мы, все человечество, сейчас находимся на краю гибели от катастрофического изменения климата. И спасти нас может только истина и наше объединение. День судного дня уже настолько близок, что ученые смогли просчитать ее математическую модель. Эта модель также была представлена на конференции. И ученые озвучили, что если мы, люди, ничего не предпримем, то наша планета погибнет не позднее октября 2036 года. Но уже в конце 2028 года жизнь на планете будет невыносимой. Подумайте на минуту, что нашей относительно комфортной жизни пошел обратный отсчет. Возникает закономерный вопрос, что мы можем сделать против климата? Ответ на этот вопрос тоже есть в заветах пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Это объединение всех людей.
Несмотря на наше вероисповедание, социальный статус, цвет кожи, место проживания, если мы все хотим жить достойно человека, значит, мы должны объединиться со всем миром и построить общество, фундамент которого был заложен в Мединском соглашении с самим пророком, мир ему и благословение Аллаха. Если говорить современным языком, то мы должны построить созидательное общество. О созидательном обществе также очень подробно было рассказано на конференции «Глобальный кризис. Кто для нас пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам». Да, это так, потому что созидательное общество полностью построено по тем истинам и мудрости, которую дал миру пророк Мухаммад, мир ему. Почему мы заявляем о том, что созидательное общество — это то общество, о котором мечтал пророк, мир ему? Потому что величайший из всех людей своим примером всю жизнь показывал, что нужно заботиться о каждом человеке. И вся жизнь пророка — этому пример, что каждый человек ответственен за все общество, а все общество должно заботиться о каждом человеке, так как жизнь каждого человека является наивысшей ценностью. Но жизнь лишается смысла, если в ней нет свободы. Поэтому пророк Мухаммад, мир ему, отстаивал право каждого человека на свободу выбора, убеждений, образования, передвижения, труда. Он отдал за это свою жизнь. Он пожертвовал жизнью самых дорогих ему людей. И все это он делал для того, чтобы мы, последние, смогли объединиться и построить общество, которое живет в мире, созидании и братстве. И сейчас, перед лицом судного дня, ответственность каждого из нас за будущее всего человечества огромна. От того, сможет ли каждый из нас приступить шайтана в себе, сможет ли отличить истину от лжи, сможет ли все сделать возможное, чтобы объединить все человечество, в буквальном смысле зависит, будет ли у нас будущее или нет. Наступит судный день, или Аллах, увидев наше единство и сплоченность, возрадуется нашим деяниям и дарует нам тысячи лет прекрасной жизни. Что мы выберем? Каждый, кто посмотрит конференцию, поймет и почувствует, что нас разделил именно шайтан через многобожников, которые вмешались и все изменили. И наша задача, как последних, о которых говорил последний пророк единого Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вернуть все на свои места. Настало время стать единой уммой пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Это огромная ответственность на каждом настоящем мусульманине. Нужно нам отбросить все амбиции, все распри, разъединения и собраться как единая умма. Перестать делить ислам на учения, течения и, наконец-то, последовать прямым путем за пророком Мухаммадом, мир ему и благословение Аллаха. Мы призываем всех, кто уверовал в Аллаха и в его последнего посланника Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, распространиться этой информацией со своими друзьями, родственниками, близкими. Все, кто неравнодушен к тому, что мы говорим, мы призываем всех распространить эту информацию. Спасибо. Дорогие мусульмане, для объединения уммы пророка, мир ему, разделенной на тарикаты, состоялась международная конференция «Глобальный кризис. Кто для нас пророк Мухаммад, мир ему». Я приглашаю вас посмотреть эту конференцию. На этой конференции беспристрастно и аргументированно озвучены истины, вызвавшие раскол уммы. Дорогие мусульмане, если ваша цель в становлении мусульманином состоит в том, чтобы действительно быть верным Аллаху, достичь любви Аллаха и быть с пророком, мир ему, в раю, то перестаньте защищать свои тарикаты, перестаньте защищать людей, которые допустили ошибки в истории. Посмотрите эту конференцию и откройте свое сердце истине. Пришло время стать единой уммой. Дорогие братья и сестры, конференция «Глобальный кризис. Кто для нас пророк Мухаммад,
несет самое главное зерно истины, что всем нам необходимо объединиться. Тем более это важно сделать перед лицом наступающих природных катаклизмов и судного дня. И конференция проливает свет на самую главную проблему, которая сейчас существует между нами, это наше разделение. Посмотрите эту конференцию, поделитесь ею, и давайте совершим самый главный шаг в своей жизни. Объединимся и построим общество, о котором мечтал пророк, созидательное общество. Ведь то общество, о котором он мечтал, оно сделает нас по-настоящему счастливыми. И самое главное, оно поможет нам выжить в этих крайне тяжелых условиях, о которых он говорил. Ведь в последние времена могут и не наступить до конца, если только мы с вами все вместе примем одно самое главное решение — объединимся и будем преданными Аллаху. Спасибо.